Сегодня историки уверенно доказали наличие у Саха собственной металлургии по производству железа на базе рудных месторождений бассейна рек Лена, Алдан и Вилюй. Производство и обработка металла считается одним из древних ремесел. Изобилие металлических изделий и почетное положение кузнецов в якутском эпосе Аланхо отражает реальную картину жизни. Якуты выплавляли железо из руды и умели изготовлять топоры, ножи, пальмы, котлы, наконечники копий, стрел, куяхи, молоты и наковальни, другие орудия труда. Кузнечное дело выделилось не просто в особое профессиональное ремесло, а сословие наряду с сословиями аюнов, аланхасутов, ботуров. Саха верили, что ремесло кузнецов создано более могущественными духами, чем шаманские. Различия в приемах плавки были обусловлены лишь обустройством плавильни, объемами рабочей камеры и, соответственно, массой получаемой крицы. Заперши кричное отверстие глиняной дверцы и обмазав ее глиной, разводят огонь и мало-помалу, раздувая мехи, наполняет печку доверху углем. На него высыпают около полуведра искрошенной в куски руды. Когда уголь сгорит и опустится до половины печки, то опять добавляют доверху угля и на него кладут такое же количество руды. И так повторяет процесс до 15-20 раз. Из каждого пуда руды получается до 2 килограммов железа. Крица, болго, очень пористо покрыта толстым слоем окалин и шлаков. Чтобы сделать ее пригодной для дальнейшей обработки, ее много раз проковывают. Из одного пуда болго получается максимум 10 килограмм железа. Иногда получается прекрасное мягкое волокнистое железо, иногда высокого достоинства сталь. Чаще всего помесь того и другого, гибкая и вместе с тем доступная закалки. Ее-то Саха ставят выше всего, называя якутским железом – Саха-Тимире. Во второй половине XIX века якутская черная металлургия достигает своего наивысшего подъема. Местные металлурги получали железо из рудного сырья, минуя стадию получения чугуна. В это же время добивались увеличения объема плавильной печи до довольно внушительных размеров. Фактически это были крестьянские домницы. Качество якутского железа высоко ценилось, получила высокую оценку. Бу устар бәләре тулланан бияха тахсан, бигене гытыргыттыган, манны кулхан тарахны биги бу низетелге тегер бастыгынан тәриенере бит. Бу тарахмет бу юколун чечеринегер хайын хагаланы тегер болбута. Наха чуе күн туран берде, онтон наха юрды бит сылай манны болбат. Антуран биги 2 сылыстата бу тынча 2 тынча хүрбе бир хыллардака манны тарахнер bizin үйп батак бит пандемиядан сибәс. Саханоттон бу сахабыга ден тари билген анда билердагы миллер болла ден атыякпенсе ген тутта монда бу бир союз күттерилген монда билген бүгүнгө колоре такка 200 такка ухары болбут 14 улугуна агыбытынан онна туактен бастыгы бир манна туаха согуру баран кытачы устар бу Потапов Николай Ильич Сарёбди курдук олаттар кийинер бастан суолу теленде. Онтон бу эдер олаттарга суалаханнар билин сылай баран согуру баран кыттан бу сакабыга камандыктен көйөн котон үйрен котон келеннер. Бу сака булыргы бебит түрүт жарык бүтүн ону миллерен колора би үля камдан хаттабыт.
Onun tutuqdum olağına bu bilgin bu Saqayarın süyüsünden ona bu müziğinden pürüloşik namıt oğluna bu üçü beğendiren sonra bu bilgi ürediği kamlı hükümet. Onu bu tuvaqa jokusku vaqta aktargar mumannak ulaqan respublikamız samay tümavada ototuvar mannak var bolargar biyaqamiya. Üç kime bu canlarga bu biraz astı müziğidirgarimiye ve maqtal bütün onunla bu Kangalastan tanhamay bu türütten Alexander Danilap'ın kıttıktan bu üç kime bu olar canlara dinler var öyle tutanlardan bu manna var kayıngen manna bu müziği günler anam bu günler anamat siralan tepseten onunla bir yakıp üç kime olanlar bu ve bütün ülkenin kötüren manna güle var demek bu türütler bit Muhammed Terillerin kaydak timirikinler obutların onu buna ruh kötü yoktu mağarabı. Примерно час sonra. Bu bastan tutan havalı. Bu hanga kutu bir tasarruf olabilir. Tüm birlik iyi olur. То есть мы здесь собираемся и поднимемся с вами на 3-й этаж. Хорошо, мы подождем остальных, еще 8 нет. Или... Дорогие гости, уважаемые наши посетители, я приветствую вас на нашей ежегодной акции «Ночь музеев». У нас сегодня тема, как вам сказали, путь металла. Металл в человеческой цивилизации, открытие его, выплавка, использование, получение из металлов разных сплавов металлических стало самым ключевым в развитии вообще человеческой цивилизации. Вот человек, самый первый, скажем, современный человек, Homo sapiens, он был
человек каменного века, как мы его сейчас называем. И все его орудия труда, тем, которым он пользовался, они были все из камня. Но появился один человек, один чувак, который заметил, что какие-то камни плавятся в костре. Камни начинают приобретать совершенно другую форму. Они становились легкоплавкими, либо вообще в жидкое состояние. И человек первым открыл для себя металл. Это были медь, золото и серебро. Да, и еще? Блестят. Блестят. Они привлекают внимание, правда? Ну, конечно. Да, и еще. И самое главное, самое важное. Ковки. Да, ковки тоже, да. Но самое главное, только эти три металла есть в самородном виде. Не в примесях, не в каких там породах, родах с другими какими-то химическими элементами, а прямо самородное. Есть самородное золото, и самородное серебро, и медь тоже самородная. Медь же она сразу зеленая. Да, они в костре плавились. И оказалось, что им можно было менять форму. Как вы сказали, они легкоплавкие, их можно по-разному, и даже остужая, можно как-то менять их форму и даже размеры. Нужно было что-то от него отрезать, да, не лишнее выбрасывать, делать из него. И самый старый артефакт, который был сделан из чистой меди, он был найден в Турции. В природе он встречается в виде песка, оловоносные пески так называемые. Оказалось, что при смешивании он получается гораздо более интересный металл, который Якутии. Даже некоторые предметы, допустим, вот этот большой наконечник, был найден прямо в окрестностях города Якутска, а вот эти два средних по Вилюю. То есть в Якутии тоже существовали такие плавильные производства, ну не то что производства, да, центры, места, то есть люди жили и плавили именно бронзу, получали бронзу. А получение железа очень трудоемкий, это тяжелый процесс. И как мы можем увидеть, наверное, вы видели, да, как это происходит в нашем дворе, когда получают крицу. И вот железный век – это следующий шаг в человеческой цивилизации. Железняк, он немножко такой желто-коричнево-оранжевый, вот так вот бывает. Потому что железо, он очень легко окисляется на воздухе, и это оксиды железа. А вот это, допустим, гематитовая, медно-железистая, вот это магнетит, это джиспирит, это руда на железо. Вот эти вот названия гематит, магнетит, лимонит, сидерит, вот для нас, не для геологов, ничего не говорят. Но все эти породы, они содержат металл, содержат железо. И в Якутии таких месторождений 7. Но самые крупные 3. Тарнакская, Весовская и Таежная в Невнедельском районе. Горно-рудной компании «Тимир». Ну, вкратце так, но дальше вам мои коллеги покажут и расскажут предметы из металла и их сплав, и различные орудия и украшения. Якутские пальмы. Вот якутские пальмы. Да? В русскоязычной литературе они всегда пишут пальма, пальма, пальма. А в итоге наша молодежь, да и взрослые, не умеют отличить якутские пальмы. Они двух типов бывают. Вот батас и батыя. Батас и батыя. Они отличаются. Даже визуально можно найти отличия же, да? У батаса вот рукоять, обратите, древко длинное, где-то 1,5 метра до 2 метров бывает. А традиционно у якутского батыя древко короткое. Не путайте, пожалуйста, у эвенка традиционно длинное бывает древко, а якутов всегда короткое. Так, следующее. Обратите внимание на длину клинка. У батаса подлиннее же, да? 45-50, максимум 50 сантиметров. А у батыя где-то 20-30 максимум сантиметров. Длина клинка. Они отличаются по форме лезвия. Обратите, вот у батаса в виде ломаной линии, а у батыя вот полукруглой формы же, да? Они отличаются и по желобу. Вы видите, вот у батаса длинный продольный желоб у ребра.
А здесь желоб всегда по форме клинка. Они отличаются... А? Для чего он этот желоб? Желоб? Ну, спорят, то два определения. Во-первых, это наоборот жесткость металла. Металл не изгибается. Вот. Во-вторых, некоторые объясняют, что если желобом проткнуть животное, то оставляя же раны, да? Вот это остается рана, порванная рана получается. Отсюда кровотечение. Животное умирает от кровотечения. Через энное количество времени можно найти это раненое животное. Вероятность от проливания крови. И следующее отличие, допустим, я должен наметить где-то 5 отличий, это они отличаются по назначению. Батас, это большей частью в былые времена, это боевое оружие. Да? Они погребения, якутские погребения, мужские погребения, естественно. 17-18 веков археологи не находят. Потому что русская администрация в 17 веке запретила изготовление боевого оружия, в том числе и батас. А вот батыя встречаются во всех мужских, даже у подростков, мальчиков, наравне с луками, стрелами, почти всегда бывает. Потому что это повседневное орудие труда, многофункциональное, заменяет нож, заменяет топор, заменяет пешню, ну и можно накосить для лёжки траву, ну в крайнем случае можно и для защиты использовать. Да? Значит, наша встреча заключается в том, что мы должны отличить якутскую пальму, это батас и батыя. Спасибо за внимание, будьте здоровы, до встречи. Это тяжелый вес, и вот Показывают в основном ремесло кузнецов, но вершиной кузнечного мастерства является изготовление ювелирных изделий, ювелирное искусство. С давних времен наш народ Саха любил украшать себя украшениями различными. В основном женщины, конечно, но и мужчины тоже. Ну, вы, наверное, ознакомлены в этом, в магазинах ходили и так далее. Вот мы сейчас увидим уникальные украшения из захоронений XVIII века. Вот перед нами накосник, аскустер называется, с волосами сохранили. Накосник из тонкого серебра с гравировкой XVIII века. Далее это тремя. И серьги. В основном поговорим о серьгах. Старинные якутские серьги XVIII века были проволочные серьги. Они с бусами. Бусы привозные в основном были китайские. Конечно, тогда и в те давние времена шел товарообмен. Они были белого цвета, черного и синего бывают. Чем трудом их добывали. Ну и в основном впоследствии начали из привозных монет, привозных листового серебра начали делать свои изделия. Ну, конечно, экономили. И чтобы еще тверже был металл, не то, что вот сейчас современные тонкие, быстро ломающиеся, они были очень крепкие, до сих пор сохранились, имеются в наших музеях. Вот такая бусиная серьга претерпела трансформацию. Впоследствии распушилась в верхушке передняя часть, она становится овальной, ромбовидной, и к ней начали приделывать привески. Сели торга в виде гривы, такие множественными ярусами подвесок, две подвески спускаемые. Также торга плоскими этими подвесками,
спускающаяся, или кырджах, лопатообразная, называется тарха. Далее идут хария тарха. Вот хария тарха вот, имеет одну центральную подвеску. И вот она в виде лиры, с которой спускается с верхней стороны несколько привесок, по 2, допустим, да, и снизу по 5 и более могут быть, да. И вот некоторые думают, что это хария тарха, на самом деле, в смысле, напоминает женщину, да, сколько у нее там детей, что-то там, как будто мастер это делает. Мастер так не делает. Мастер просто вот отверстие делает, чтобы подвески к ним повесить. И поэтому она получила такую форму. Но вот форма лиры у якутов очень распространенная. Форма, это как бы из давних времен, еще с Южной Сибири, Средней Азии, в первом тысячелетии форма, допустим, головы барана, рогатого скота, и получилась форма лиры, даже вышивки орнамент – это лира, да? Пояс обычно имеет подвески. Это изготовленные современными мастерами Уран-Саха фирмы, вот, допустим, Иринка-Ленковер, и серьги, фирма Петра Алексеева, Балербина называется, тоже вот емех и подвеска. Как раз вот Петр Алексеевич сейчас проводит, у нас тоже в мае, в июне вот презентация начальника Мурухта, лесных украшений, Ну, еще вы знаете, что вот чего у нее нету. Если бы она сняла бы как бы шубу, да, у нее на платье должны было быть там браслеты на запястьях, да, майси шейное украшение, еще кольца, еще накосник должен был быть, да, или косоплетка называется. Вот как много вот женщина могла надеть на себя, да? на выход. На будущее. Ну, в основном, конечно, это позволяли себе богатые женщины все носить, да? А среднесостоятельная женщина могла носить сюрях. Это что называется сюрях? Нагрудное украшение. Это нагрудное украшение с крестом. Ну, женщины, якутские женщины нагрудное украшение с крестом носили как украшение, хотя они вот уже это, ну, крестили же, да, но после этого, да, но все равно оно было богато украшено, там у нее еще различные подвески же были, дополнительные цепи, ухочистская, какапаушка для чистки уха, да, и еще щипчики. И они тоже очень красивыми орнаментами и так далее. Это было как украшение. Это вот, допустим, нагрудное украшение, допустим, православного священника. Они же носят наперстные кресты. Вот на нее походят. Вот сейчас скажу. Значит, сделана кольчуга из колец. Несмотря на простоту, это очень технологичный доспех на самом деле. Вот здесь вот есть такой вот экспонат, который можно потрогать, да, при желании. Значит, это плетение 4 в одно кольцо. То есть вот каждое 5-е кольцо здесь с клепкой. Если рассмотреть, да, здесь видно. Вот такие вот клепки. Соединяет 4 целых кольца. И вот в этом вот полотне колец почти сотня, а в доспехе их почти 10 тысяч. Собственно, 10 тысяч колечек. Доспех очень пластичный, ну, относительно легкий, в среднем кольчуга где-то 6-7 килограммов весит. И позволяет довольно активно двигаться, защищает от рубящих, ну, частично от колющих ударов достаточно хорошо. Вот. Что касается теперь якутского доспеха. С якутским доспехом все гораздо хуже. Вот, собственно, вот в этой вот маленькой витрине это все, что от якутских доспехов сохранилось на сегодняшний день. Это 3 таких небольших пластинки от пластинчатых доспехов, по-научному называется ламеллярного типа. То есть вот как кольца в кольчуге связаны между собой, вот так вот были связаны такие вот пластины в таком доспехе. Собственно, это самый распространенный тип якутского доспеха был, по-якутски куях называется. Вот пластинки, находка якутского доспеха, вот на фотографии представлена. В 20-е годы 20 века на Аласе Мюрю было найдено вот 2 шлема якутской работы и почти полностью сохранившийся куях. Вот здесь вот от него видны вот
вот несколько пластин лежит здесь. Фотографии, он, кстати, отличается вот от такого вот доспеха. Здесь вот пластинки более мелкие, их, соответственно, в доспехе было больше, а таких вот пластин было чуть больше сотни. Вот, к сожалению, находка утеряна. Мы не знаем в настоящее время, где вот эти вот шлемы и куях находятся, ну, не в нашем музее. Утеряны были впоследствии. А как вот целиком этот ламеллярный доспех куях выглядел, можем увидеть на примере вот такого вот воина. Собственно, на примере вот фотографии, которую я показал, и вот этих вот пластинок современные кузнецы реконструируют вот примерный вид якутского доспеха. Как со стопроцентной уверенностью он выглядел, мы сказать не можем, но вот примерно так. Кстати, одна из причин еще, почему так мало якутских доспехов, даже останков от них, это две причины. Первая – это то, что якутские доспехи не клали в захоронение. То, что мы знаем о вещах якутских 17-18 века, мы знаем в основном по захоронению. А доспехи в могилах людей не хоронили, а делали специальные тайники. Вот, собственно, в Лис-Люрю был найден подобный тайник. А такие тайники, они никак к жилью не привязаны, поэтому их очень сложно найти. Вот если кто-нибудь из вас когда-нибудь, может быть, найдет или услышит о том, что подобный тайник можно найти, обязательно позовите, пожалуйста, археологов, потому что если подобный доспех раскопает не археолог, то он для истории будет утерян. Якутского музея. Сегодня я вам расскажу о одном из уникальных экспонатов нашего музея, о бомбомете. Чего? Бомбомет. Вот он, перед вами. Осенью 1921 года в Якутии началось национальное восстание, которое охватило все улусы, ближайшие улусы тогдашней Якутии, и повстанцы осадили город Якутск. В зиме Якутск был полностью отрезан и находился в осаде. И не хватало всего. В результате чего осажденные придумали вот такое решение, как изготовить данное орудие. Из стволов старых пушек, еще пушек времен 17 века, они изготовили такую конструкцию, которую называли бомбометом. Он был изготовлен рабочими якутской электростанции, и принцип его действия был такой. Вот в канал ствола закладывался порох, и вот такая штука была, вот контейнер. Сюда ставилась граната, она зажимала рычаг боевого взвода. Затем вынималось кольцо, но рычаг боевого взвода удерживался вот этой конструкцией, вот, контейнера. Сюда ставился капсуль и приводился пружинное действие. Воспламенял капсуль, производился выстрел. Граната вылетала, и вот контейнер, он разрушался в полете, а рычаг боевого взвода, он приводился в действие и выстреливал, взрывался на земле. Конструкция эта была несколько простой, да, но наводила панику среди врагов. Также воодушевляла наших красных бойцов. А какое расстояние? До 200 метров. Ух ты. Прицелиться невозможно было просто. Прицел был, ага. Вот тут такие вот эти, регулировка была. Долетали до земли граната или в воздухе взрывали? Не, она долетала до земли, потому что 3-4 секунды. Ребята сразу долетает, пошел.
Ну, 200 метров, где-то вот прямо на земле. Скорость небольшая. Да. Ну, это можно сказать про образ двух видов современного оружия, это гранатомет и миномет, да? Вот здесь от миномета это угол наклона имеет значение, да? Здесь вот риски есть, вы, судя по всему, как раз и указывали угол красный, да. Ну, естественно, по законам физики 45 градусов это максимальная дальность, вот как раз где-то около 200 метров. Если занизить заряда, вышибного заряда, да, то есть он мог быть меньше, больше, вот. Ну, с большими зарядами старая пушка, конечно, лучше не экспериментировать, потому что как она себя поведет при большом заряде, это неизвестно. И самой уже вот основе эта пушка вот бронзовая, еще может быть начало 19 века, времен Наполеона, может даже более ранее, может петровских времен. То, как она себя повела бы при большом заряде, неизвестно. Вряд ли бы они стали экспериментировать. Сами ветераны гражданской войны, они так и вспоминали, что она, ну, больше как моральная поддержка для ощущения, что у вас есть артиллерия. Интересном экспонате нашего музея, который хранится в наших фондах, это плащ шамана, или по-якутски его называют кырартанас эветеркуму. И вот этот плащ, он принадлежал известному вилюйскому шаману Герасимову Спиридону Герасимовичу, или же его называли Онохо Оюн, отчутола Онохо Оюн, эветер Кыгылан Оюн дилleri. И он жил в начале 20 века, и его плащ сохранился очень даже в хорошем состоянии. И вообще, когда становиться шаманом, он должен был сделать себе в первую очередь костюм, бубен и былаях, колотушку. И вот эти три предмета он должен был заказать специально. У каждого шамана есть свое собственное дерево, называется орухмас, с которого он берет, не срубая все дерево, а частично от него берет для обечайки бубна дерева, дощечку, а от определенное животное забивается скот, и из него делают плащ шамана. И когда он уже, у него этот сам по себе плащ готов, но еще нет этих металлических подвесок, он идет к кузнецу и заказывает там же, сидя там возле кузнеца. Непосредственно вместе с кузнецом они начинают делать его подвески. И подвески, по мере того, как начинают делать, изготавливать, каждую подвеску окунают в специальный сосуд с кровью жертвенного животного, закаливают таким образом. И каждая подвеска, перед тем, как окунуть его в кровь жертвенного животного, шаман просит именно вот этот предмет, его подвеску, считать его настоящим хозяином, чтобы он его благоволил, чтобы он ему помогал. И таким образом у него вот здесь вот в костюме отображается вот его сила, его могущество вот этого данного шамана. Сам костюм сам по себе он напоминает форму птицы, потому что вот эти металлические подвески, они как бы олицетворяют перья, железные перья птицы. И эти металлические подвески имеют свое собственное название. Вот первый ряд, который вы видите наверху, да, на спине, это вообще плащ со спины. И наверху это хобо называется. Второй ряд, металлические в виде прутья длинные, это кыхан, кырбас-кыхан называется. А в нижнем ряду у него расположены лобалык, вот это в форме рыбы, металлический предмет в форме рыбы, лобалык.
Есть такое понятие во время камлания шамана, когда он спускается в нижние миры, есть озеро мертвых. И он проходит через это озеро мертвых и с помощью вот этой рыбы, ловолок. И также у него вот здесь вот есть помощник шамана в виде фигурки волка. Они бывают у каждого шамана разные. И у некоторых шаманов это бывает собака, у кого-то медведь или другое животное. Но у шамана, у него волк, фигура волка. И эта фигура волка, она помогает ему при борьбе с врагами самого шамана. Когда у него появляются враги у этого шамана, он своего помощника в виде волка вот этого просит его дух вот этого посылает тому врагу, чтобы он причинил ему как можно больше вреда, допустим, да? Или же в данном случае, когда он начинает камлать над больным человеком, он просит вот фигуру волка, дух-покровитель вот этого волка, он должен попасть в другой мир и взять там ту душу, которую украли вот демоны нижнего мира, верхнего мира. И таким образом шаман должен с помощью вот этого волка своего духа принести часть души человека, которая заболела. Вообще болезнь по якутским понятиям это возникает тогда, когда у человека пропадает одна из 3 душ. Вообще у человека душа по якутским понятиям состоит из 3 частей. Иекут, Боркут, Салганкут. И оно должно быть в равновесии, и она должна замыкаться общим понятием Сюркут, Сюр, поэтому называется, да? И поэтому вот эта фигурка, она одна из основных эмегет. Также в этом плаще есть 3 вот металлический стержень с 3 кругляшками. Это нёго. Называется по-эвенкийски нёго, который олицетворяет 3 мира. Верхний, средний, нижние миры. А почему он имеется на плаще у якутского шамана, если спросить, да? Потому что могу сказать, что Онокоюн жил во 2-м куляцком наследии Вилюйского улуса. Это приблизительно между Оленёком и Вилюйским улусом. И вот на этой границе он очень активно путешествовал между этими районами. И поэтому у него есть и знания и эвенкийской культуры, поэтому у него привнесено от эвенкийской культуры. Также на рукавах нашиты давыдал, металлические 2 пластины, вот они, и которые помогают ему перемещаться между мирами. Считается, что шаман перемещается между мирами на определенном облаке. Во время камлания он призывает это облако. Называется это облако Найхарабылыт. И на этом облаке он перемещается между этими 3 мирами. И в полете ему помогают вот эти все подвески. Защищают, особенно вот ребра защищают вот такие металлические пластины, называется тимиройос. И вот они от нападений других шаманов или от нападений других демонов, они защищают вот эти его подвески, вот эти металлические. А если сказать, немножко коротко рассказать о самом владельце вот этого костюма, он был известным шаманом, он известен тем, что о нем есть очень много сведений в этнографической литературе. У него есть очень хорошие о его жизни и о его становлении как шамана, есть описание у Гурвича. «Северная Якута оленевода» называется эта книга. И там он описывается именно вот этот шаман Онохоюн. И вот этот шаман был одаренным человеком, он был шаманом, он же был и кузнецом, он мастерил разные вот железные, разные котлы, топоры, ссылаясь на то, что если он войдет в транс, то
выйти будет уже сложно, потому что роль предполагает другое нечто. И поэтому вот этот человек, очень известный, очень примечательный, одаренный человек, он оставил свой плащ все местности Балаханча в Вилюйском Улусе. И в 70-х годах наши сотрудники съездили специально, забрали вот этот плащ. Ездили они несколько раз. Первый раз полетели на вертолете, они не нашли. Во второй раз не нашли. В третий раз попросили сына вот этого шамана полететь вместе с ними. И в этот раз они как раз и привезли вот этот плащ шамана. Перед вами выступил артист Академического театра Дрян Михайлов.